Селям алейкум, здравствуйте, дорогие друзья! С вами Эмиль Алеев, и я рад приветствовать вас на своей кухне. Сегодня я приготовлю для вас всем известное среднеазиатское блюдо. Это слоеная самса. Восточную выпечку можно приготовить и самостоятельно. У такого блюда, как самса, рецепт довольно-таки прост, и можно его приготовить в домашних условиях. Но сегодня для вас я приготовлю необычную самсу, самсу с ребрышками. Для того, чтобы нам приготовить слоеную самсу, необходимы будут следующие ингредиенты. Чтобы приготовить тесто, необходимо мука, вода, сливочное масло и соль. Для того, чтобы приготовить нам начинку, необходимо будет бараньи ребрышки, мясо баранины и 2 луковицы. Ну что, начнем. Для того, чтобы замесить тесто, нам необходимо будет 350 грамм воды, очищенной питьевой. И размешаем 1 столовую ложку соли до полного его растворения. Теперь в соленую воду добавим полкило муки. Должна быть она высший сорт. Теперь размешаем наше тесто, чтобы оно было более эластичным. Тесто должно быть чуть мягче, чем на пельмени. Тесто нужно будет вымесить хорошо до однородной массы. Вот тесто я замесил. Как и говорил, он должен быть эластичным. Накроем на полчаса его пищевой пленкой. Ну а пока тесту дадим отдохнуть, я приготовлю начинку. Для этого возьмем ребра, и часть ребер мы отделим от кости, чтобы при запекании у нас была одна кость снаружи. Часть мяса останется на ребре, где оно будет запекаться. Ребра мы подготовили. Теперь подготовим мясо баранины и порежем его на мелкие кубики. После чего присыпем его специями. Для этого нам нужно будет зира и соль, перец по вкусу. Вот мы нарезали мясо на мелкие кусочки. Порежем лук. Нарезали лук. Теперь добавим этот лук в наше рубленое мясо. Добавим соли, щепоточку. Добавим молотого черного перца. Также не забываем про ребра. Их тоже нужно посолить и поперчить. И добавим еще немного зиры. Наша начинка, собственно, готова. Тем временем у нас подошло и наше тесто.
как и ранее говорил, тесто должно быть эластичным. Мы должны его раскатать толщиной в 2 миллиметра. Толщиной 2 миллиметра. Сливочное масло мы должны размазать полностью по всей раскатанной нашей плоскости, максимально пропитать. Сворачиваем его в тоненькую трубочку. Нужно максимально его не уплотнять, чтобы оно слоилось получше. Все это дело мы свернули в трубочку и уложим ее на тарелку, чтобы оно отдохнуло как минимум 15 минут. Уберем его в холодильник. Ну а пока тесто будет охлаждаться, я приготовлю для вас не менее вкусное блюдо — мерджмек шорбасы, суп из чечевицы. Мерджмек шорбасы — это густая согревающая похлебка, которая подается с дольками лимона, либо по желанию с лимонным соком. Для этого мне необходимо будет чечевица, лимон, лук репчатый, морковь, сливочное масло, соль и мята. Приступим, дорогие друзья. Для начала добавим сливочного масла. Пока наше масло растапливается, возьмем морковь и прям натрем в кастрюлю. Мерджмек шорбасы переводится чечевичный суп. Мерджмек — это чечевица, а шорба — это суп. Также нарежем лук мелкими кубиками. И добавим в нашу зажарку. Доведем нашу зажарку до того времени, чтобы лук придал золотистый оттенок.
После того, как наши овощи зажарились, мы добавим чечевицу. Кстати, чечевица быстро очень превращается в пюре. Из-за этого ее часто используют в разных похлебках и супах. Теперь мы должны добавить грамм 600 на эту пропорцию воды. После того, как я залил холодной водой чечевицу с зажаркой, мы должны довести до кипения и поставить на медленный огонь. Мерджмек закипел. Теперь добавим соли по вкусу. Красного перца чили. И главная фишка в этом блюде – это сушеная мята. Она придаст пикантности в нашем блюде. После того, как мы добавили все ингредиенты в наш чудо мерджмек шорба, мы должны оставить провариться на 15-20 минут на медленном огне. Кстати, мерджмек шорба можно встретить не только в крымско-татарской и турецкой кухне. Также это блюдо встречается в болгарской, сербской, македонской кухнях. Чечевица уже готова. Теперь я возьму блендер и собью это все дело в однородную массу. Пюре готово. Теперь подготовим все к подаче. Возьмем лимон, разрежем его на 4 части, чтобы потом можно было добавить самому лимонный сок. И, конечно же, для пикантности и остроты добавим стручковый острый перец, нарезав его полукольцами. Блюдо получилось необычным, вкусным и ароматным. А главное, что это блюдо очень легко готовить. Обязательно попробуйте дома. Украсим мерджмек наш шорба по кругу острым перцем. Добавим лимонного сока и присыпем немного паприки. Наш суп готов. Вернем наше тесто из холодильника и разрежем его по 5-6 сантиметров. Должны тесто немного приплюснуть и уложить. Теперь возьмем наше тесто и раскатаем его размером 14-15 сантиметров. Старайтесь тесто раскатать
равномерно, чтобы его толщина была одинаковой. Оно настолько нежное, что хочется его прям съесть. После того, как я раскатал тесто, я беру пилушку. Положил одно ребро и начиняю рубленым мясом. Лепим самсу треугольником. Хорошо скрепливая замки теста. Наша первая самса готова. Таким образом берем и последующие кружки теста и начиняем мясо. Старайтесь, чтобы было одинаково и мясо, и лука в каждой самсе. Склеиваем замки в самсе и аккуратно выкладываем. После того, как наша самса готова, мы должны взять одно яйцо, взбить его для того, чтобы нанести на поверх нашей самсы, чтобы она придала золотистую корочку. Взбили куриное яйцо в однородную массу. Смазываем обильно поверхность самсы. Если будет больше, ничего страшного, только добавить максимально вкуса. Теперь присыпем кунжутом нашу самсу. Придадим ей эстетичный вид. Теперь я готов запечь эту чудесную, вкуснейшую самсу. Температура в духовке нашей достигла 200 градусов. Теперь мы можем закладывать нашу слоеную самсу. Время ожидания готовности 30 минут. Ждем. Ну а пока слоеная самса с ребрами запекается, я приготовлю для вас вкусный и красивый десерт яблочные розы с того теста, которое у меня осталось. Приступим. Нам нужно раскатать это тесто толщиной в 2 миллиметра. Тесто я раскатал толщиной 2 миллиметра. Лишнее мы, конечно, уберем. И режем их шириной в 3-4 сантиметра. Теперь возьмем наши яблоки и нарежем полукольцами. И параллельно будем закладывать. Заворачиваем. Яблоки я подготовил, но тем временем я смотрю, у нас подошла самса. Действительно готова.
пока она будет немного остывать, мы приступим к нашему десерту. Выкладываем яблоки вдоль ленты, сворачиваем. Яблоко должно немного выглядывать из теста. У меня действительно получилась розочка. Внизу обязательно нужно сделать небольшой замок в тесте. Выкладываем дальше наши яблоки. И также сворачиваем. На самом деле рецепт приготовления яблочных роз очень прост. Вы его можете приготовить и на завтрак своим детям, и гостям. После того, как мы приготовили наши розы, мы должны присыпать сверху сахаром для сладости. И при температуре 200 градусов запечем наш десерт. Для полного приготовления нам будет достаточно 10-15 минут. Наши яблочные розы готовы. Теперь мы их выложим на тарелку. Яблоки дали свой эффект не только во вкусе, но и они раскрылись, как бутоны роз. Присыпем сверху пудрой. И наш десерт готов. После того, как мы приготовили наш десерт, мы выложим нашу слоеную наивкуснейшую самсу. А теперь я вам напомню ингредиенты, в которых я приготовил наше блюдо. Самса с бараньими ребрышками. Приготовил тесто. Для этого взял воду и растворил в ней 1 столовую ложку соли. Добавил 500 грамм муки. Вымешал 10 минут. Дал отдохнуть тесту 30 минут. Тем временем нарезал мясо на мелкие кусочки. Нарезал лук и добавил к мясу. Соль, перец по вкусу. Раскатал тесто и смазал сливочным маслом. Свернул тесто в рулет. Поставил в холодильник на 30 минут. Нарезал рулет на кусочки толщиной 6-7 см. Раскатал кусочки теста в круг диаметром 15-16 см. На раскатанное тесто выложил ребра с рубленым мясом. Слепил в треугольную самсу. После этого взбил 1 куриное яйцо в однородную массу и смазал самсу, присыпал кунжутом и отправил в духовку до готовности. Мерджмек шорбасе. Растопил сливочное масло в кастрюле. Натер 1 морковь. Добавил нарезанный лук кубиками и обжарил. Добавил промытую чечевицу и залил холодной водой. Довел до кипения и поставил на медленный огонь. Добавил соль, перец и сушеную мяту. Варил 15 минут. Довел до однородной массы с помощью блендера. Нарезал долькой лимон и кольцами острый стручковый перец. Выжал лимон в готовое блюдо и добавил стручковый перец. Яблочные розочки. Раскатал заранее приготовленное слоеное тесто. Нарезал на полоски длиной 25 и шириной 5 см. На каждую полоску теста выложил нарезанные дольки яблок. Завернул в рулет. Посыпал сахаром и отправил в духовку до готовности. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы были со мной. Надеюсь, что каждая хозяйка приготовит эти прекраснейшие блюда у себя дома и порадует своих родных. С вами был Эмиль Алеев.
Приятного аппетита! Аштат Лоусон.